Здесь важен каждый жест, взгляд и даже движение пальцев. Взмах руки должен быть подобен взмаху лебединого крыла. Достичь грации можно только регулярными репетициями. Демонстрация мужской удали, темперамент под стать горному орлу. У каждой группы свой хореограф. Мальчики пока стесняются показывать свое мастерство. А вот девочки не против обрести грациозность и горделивую осанку. Мы учили здесь позиции рук и ингушский ход сегодня. Мне немножко было сложно, но потом со временем я стала лучше танцевать. Очень понравилось. Я первый раз увидела, как танцуют наши ингушские девушки. Мне было больше всего интересно, так как я первый раз пришла сюда. Профессиональные танцоры стараются сделать урок максимально продуктивным. Вначале небольшой разогрев и репетиции основных движений. Главное – побороть психологические блоки в головах школьников. Труднее всего им дается то, что преодолеть себя. То есть много детей скованных приходит, стеснительных. В первую очередь я стараюсь как преподаватель обучить их расслабиться. То есть чтобы они максимально шли на контакт со мной, как с хореографом. Меня этому учила моя учительница, я скажу, Хадя Букарна, я ей очень сильно благодарна. Она в меня это вложила, можно так сказать. И, конечно же, строгость должна быть в первую очередь. Мастер-класс проходит в рамках всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Это цикл мероприятий, в которые входят исследовательские, творческие и просветительские акции. Цель проста – привлечь внимание школьников к изучению культуры своего народа. В танце у нас то, что нету подпитки, но страдает и госансамбли, и театры. Именно такие мастер-классы, такие занятия, которые мы сейчас преподаем детям, я думаю, что будет результат какой-то. И в дальнейшем надо именно по культурной части, не то что у нас, даже и в школах, и в садах надо это делать, чтобы дети изучали свою культуру. Проект состоит из 3 блоков: «Культ-поход», «Культурный клуб», где школьники знакомятся с известными артистами, и «Цифровая культура». Последняя часть включает в себя онлайн-изучение музеев и театров всего мира. Хава Гайзикова, Хамзат Халухоев, Новости 24.